23 апреля в Москве на сцене театра имени Гоголя спектаклем «Черная бурка» торжественно завершились Дни культуры Южной Осетии в России, проходившие с 20 по 23 апреля включительно. Финальный показ, собравший аншлаг, посетил президент республики Алан Гаглоев. Триумф на московской сцене и теплый прием. Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Кустаха Тагурова представил постановку на высоком уровне. Режиссер Казбек Джелиев выразил слова благодарности президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву за оказываемое внимание. Отдельные слова признательности худрук театра адресовал министру культуры России Ольге Любимовой, руководству театра имени Гоголя и зрителям за теплый прием. Очень рад, что сегодня вообще вот эти гастроли у нас происходят, Дни культуры Южной Осетии в Москве. Это по-настоящему огромное, на мой взгляд, такое важное событие. Это не просто как бы культурный такой обмен, да, это, наверное, больше. Это навстречу, благодаря культуре, благодаря вот сегодня театру, да, мы делаем очень важные шаги навстречу друг другу в плане сотрудничества, в плане знакомства, отношений и некого такого объединения, что, на мой взгляд, очень важно. И пускай никто не говорит, что культура сегодня слаба. В культуре есть очень много силы. Спектакль прошел на осетинском языке с синхронным переводом на русский, что позволило московской публике в полной мере оценить колорит и звучание оригинального текста. Хочу выразить большую благодарность Юго-Осетинскому драматическому театру за то, что объединили сегодня маленький наш осетинский народ и на осетинском народном языке провели такой замечательный вечер. Спектакль был просто изумительный, а перевод просто выше всяких похвал. Очень понравился. Приезжайте еще и как можно чаще. Огромное спасибо режиссеру и всем актерам, которые нам сегодня показали такой шедевр. Теплый прием в Москве продолжил череду успехов постановки, которая ранее с триумфом была представлена в Самаре и Грозном. Здесь также зрители благодарили артистов продолжительными овациями. Дни культуры Южной Осетии в России, организованные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Южной Осетии, стали важной вехой в укреплении связей между народами. Более 100 человек приехало, проделали колоссальную работу, и дай бог, чтобы в столице это вошло в традицию, чтобы ежегодно наш театр приезжал, и вся наша Осетия наслаждалась в столице такими прекрасными вечерами. Спасибо вам. Большое спасибо, что дали повод нам всем собраться здесь, одной культуре. Огромное спасибо хочу сказать переводчику. Он мне все переводил через наушник. Очень приятно. Все было супер понятно. Очень интересный спектакль. Крайне понравилась и артистическая игра, и музыка, и все было отработано до мелочей. Программа включала не только театральные постановки, но и выставки осетинских художников, а также концерт легендарного ансамбля песни и танца «Симд» имени Бориса Галаева. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал подобные проекты ярким свидетельством духовного единства двух стран. Считаю, что это большое событие для республики, и Симд, и наш театр на самом высоком уровне представили нашу республику, культуру Южной Осетии. Благодарны руководству Российской Федерации, Министерству культуры России за теплый прием, за создание условий для наших коллективов. Эстафету культурного обмена продолжат уже летом. В июне Дни культуры России пройдут в Схинвале. Залина Кочева, Алим Байтаев. Информационный выпуск сегодня.